Приветствую вас, дорогие друзья. Саиднуридин Шамсидинов, адвокат и бывший судебный исполнитель, который регулярно жаловался в социальных сетях на действия некоторых прокуроров и судей, приговорен в Вахше к 8,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по 7 статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе в незаконной сделке с землей, мошенничестве и распространении заведомо ложной информации. Родные Шамсидинова уверены, что адвокат поплатился за свою критику в борьбе за справедливость. Камариддин Шамсидинов, брат осужденного, сказал 12 января радио Азоде, что Саиднуридин размещал свои посты в социальных сетях под ником Саиди Садр, и это явно не понравилось властям. Все посты, в которых он обличал судей и прокуроров, до сих пор можно увидеть его страницы в социальных сетях. Он, например, писал: «Некоторые из судей в Хатлоне встали на путь ошибок и решают судьбы людей неверным путем, необоснованно осудив. Автор использует словосочетание «говсуд многих бедняков». Адвокат Файзи Оли сказал: как юрист, я свидетельствовал на суде о том, что граждане имеют право жаловаться президенту, в Генпрокуратуру или в Верховный суд, но моего коллегу все равно осудили по этим причинам. Для уточнения деталей судебного процесса журналист связался 6 января с судьей Ахлидином Назарзода, однако судья, услышав вопрос о деле Саиднуридина Шамсидинова, повесил трубку и больше на звонки не отвечал. Родные и адвокат осужденного говорят, что они не согласны с приговором суда и уже подали апелляцию в вышестоящие инстанции. Салтанат Ширалиева, мать Саиднуридина Шамсидинова, сказала, что она упала в обморок, когда сидела в зале суда и услышала приговор своему сыну. По ее словам, она пришла в себя только в больнице. Один из свидетелей сказал, что в отличие от других заседаний, во время судебного процесса в отношении Шамсидинова здание суда окружило более 10 сотрудников милиции. Когда мать осужденного упала в обморок, даже не дали разрешения вывести ее из зала суда. Только после того, как поднялся крик и ругань, ее вывели из суда. Последнее заседание суда по делу Саиднуридина Шамсидинова состоялось 25 декабря прошлого года. Сам осужденный в своем последнем слове заявил о своей невиновности и отверг все обвинения в свой адрес. Однако Нусратулло Мирзоев, адвокат Шамсидинова, сказал, что судья использовал протест его подзащитного как одно из доказательств вины Шамсидинова в ходе судебного процесса. Мирзоев сказал, что Шамсидинов действительно подписался под каждым обвинением в свой адрес, отметив при этом, что это принудительное признание и его дело имеет показательный характер. В то же время государственный обвинитель Абдумаджид Саидзода, прокурор, запись выступления которого имеется в распоряжении радио Азоде, потребовал заключить Шамсидинова под арест, так как его нахождение на свободе угрожает безопасности граждан. Саиднуридин Шамсидинов, который ранее работал судебным исполнителем и в последние годы работал адвокатом, 2 года назад обратился в радио Азоде со своим делом. Он написал, что прокуратура Вахшского района обвиняет его в незаконной продаже земельного участка, чего он в действительности не совершал. Однако суд и прокурор настаивали на том, что все материалы уголовного дела достоверны и признали вину Шамсидинова доказанной. Мы рассмотрели все материалы, касающиеся незаконной продажи земельного участка. Землю продал его отец, которого сейчас нет в живых. Подписи отца стоят в документах. В части публикации заведомо ложных сведений о прокуроре, мой подзащитный никаких незаконных сведений не опубликовал. И мы на основании всех этих фактов подали жалобу, говорит Файзи Оля. Теперь все взгляды обращены на вышестоящие судебные инстанции, которые будут решать судьбу дела в отношении Саиднуридина Шамсидинова. Оставят ли решение суда в нынешнем виде, либо смягчат приговор, а может быть даже отменят его. Радио Азоде.